знаете, что первые две школы состоялись в Таджикистане, следующие три школы проходили в Казахстане, и вот шестая школа у нас открывается происхождение частиц с очень высоким нашего мира. Поэтому проблемы, что в работе принимают шестую международную школу молодых ученых стран СНГ, считать открытым. Наша академия между вузами Киргизии и вузами российских, но что раньше нас связывало? Станцию в последнее время мы как-то реанимировали вместе с Белорусской академией наук. Она у нас сейчас работает, и получили неплохие, очень значимые какие-то результаты. Вы, наверное, знаете академика Адушкина. И пришли к мнению, вот это вот интересная тема, и сейчас она Казахстана, и если это дело на Казахстане, я узнал, что такая существует станция, мы стали делать Казахстан категорически. Боль была такая, что коллеги, и трудно сравнить Академию наук Российской Федерации. Мы не совсем, вот наша опять область, климатические условия, вот, даже в этих областях, ну там надо нам дружить, нам надо как-то так, на первых порах было такое, уже улетали. А мы могли бы, ну я думаю, было нормально, не то, что вначале видно, и я думаю, что... Спасибо, Владимир Ильич. Выразить руководство Кыргызско-Российского славянского университета, благодаря поддержке которого, собственно говоря, отчасти мы сохранились здесь, в Киргизии, потому что после распада Союза и единого государства у нас возникли естественные проблемы с сохранением базы в городе Ошице на территории Киргизии. И тогда вот неоценимые услуги и огромная благодарность для Владимира Ивановича Невазева, который поддержал, помог зарегистрировать нашу базу, значит, сохранить. И мы, у нас сохранилась возможность продолжить исследования на Памире. Николай Михайлович может немножко рассказать, что представляет замечательные возможности для астрофизических планирования, и по-прежнему планируем и наши контакты взаимно. Вот. Такой университет существует здесь. Это просто надо подарок судьбы для нас.